На протяжении 5 лет с 2013 года я занимаюсь этим вопросом по безопасности питания как детей, уязвимых слоев населения. Это садики, школы, больницы, пеницитарные, тюрьмы, СИЗО. Мною сделана большая работа, но на протяжении 5 лет мои неоднократные обращения, их было 16 заявлений в Генеральную прокуратуру, Совет безопасности, финансовую полицию, до сих пор, можно сказать, почти остаются без ответа. Или это молочное лобби сильное, или это нашему государству, наверное, социальные вопросы не нужны и, как бы я сказала, не модные. Что я хочу сказать? Вы знаете, что на днях 18 октября на очередном пленарном заседании депутатом Джилдыз Мусабековой было сказано, что к ней обратились и родители, и сотрудники детских садов, дошкольных учреждений о том, что детей кормят некачественным продуктом питания, а именно маслосливочным и мясной продукцией. Но никакой реакции до сих пор нет. Я лично уже на протяжении 3 месяцев, после того, как ко мне сотрудники одного из РЦО города Бишкек обратились сами уже за сотрудники о том, что они уже не знают, в связи с нарушением тендерных документаций эти поставщики приходят мясо-молочной продукции, что документы не соответствуют. Они просили, чтобы я обратилась в мэрию, но на протяжении 3 лет, даже сегодня я просилась на прием к мэру, меня не приняли, рассказать о той ситуации, которая сегодня происходит. Сегодня действительно на протяжении 5 лет, как я знаю эту информацию, согласно нарушению Конституции 47, все госорганы, ведающие о том, что каждый день наносится умышленный вред здоровья населению, это подпадает под уголовную статью, но никто это пока проблему не решает. Сегодня на самом деле, уважаемые родители, каждый день ваших детей, нас, всех 6-миллионное население нашей страны кормят умышленно продуктами фальсифицированными, что доказано 5 образцами испытаний, как в нашей стране, так и ее за пределами, что действительно в нашей стране вся молочная продукция фальсифицированная. Она изготавливается из заменителей молочного жира, то есть из гидрогенизированных жиров. Что такое гидрогенизированные жиры? Если в России на Западе их смазывают рельсы железнодорожные для того, чтобы не было ржавчины, а у нас его применяют при изготовлении всей молочной продукции. Со всей ответственностью могу сказать, что в рамках Евразийского союза на экспорт идет молочная продукция из настоящего цельного молока, то есть натуральная продукция, а в нашу страну этими же поставщиками, производителями в нарушении тех регламентов Таможенного союза 21, 33, не буду их перечислять, идет в нарушение. Наши в рамках Евразийского союза производители должны производить одинаковую продукцию, которая употребляется на территории нашей страны и за пределами. Но, однако, идут нарушения. Об этом есть многочисленные документы, подтверждающие как госстандартам, финансовой полицией. Что такое гидрогенизированный жир? Это большая опасность. Это значит, вот я хочу прям зачитать, исследования подтвердили, что использование трансжиров или гидрогенизированных жиров повышает уровень холестерина, провоцирует развитие ишемической болезни сердца, диабета и рака. Всемирная организация здравоохранения рекомендует полностью исключить трансжиры из рациона. В Дании, Австрии, Норвегии закон запрещает содержание более 2% трансжиров. В России такой закон вступил в 2018 году, а Барак Обама, Америка уже отменили. Но наша страна, наши недобросовестные производители производят и каждый день вскармливают. И у меня вопрос, кто наконец-то разрешит этот вопрос? Еще в далеком 2013 году, когда бишкекский Горкенеш организовал рабочую группу, еще в 2013 году мы, сделав анализы, мы тогда уже определили, что это не масло сливочное, натуральное, которое государство тратит огромные деньги. Себестоимость этого масла гидрогенизированного, которое выдает за сливочное, 200 грамм стоит всего 15 рублей, а килограмм всего 75 сомов, да? А мы покупаем от 250 до 300 сомов. Видите, какая разница? Производители не пишут на маркировке нарушение тех регламентов о том, что в составе находятся вот эти трансжиры, гидрогенизированные жиры. Это грубейшее нарушение. В этом году было возбуждено уголовное дело
по 11 эпизодам по статье 166 «Мошенничество в особо крупных размерах» в сговоре с чиновниками. Это статьи, 166 статья, пункт 3, пункт 4, это тягчайшие статьи, где предъявлено обвинение одному из основных поставщиков монополистов в городе Бишкек и за пределами Игорю Ильмиру, который... У него не одна компания, вот у меня на руках документы, что он закупает зарегистрированные организации, делает перерегистрацию, и таких компаний около 15. Вот документы, подтверждающие, что и директор Игорь Ильмир, это такие компании, как Имиком, Торговый молочный дом, Массал Групп, Торгсервис Про, Резидент, Беркут Тревел, Про Милки, Дамду Сюд, Ахбелек и еще ряд других компаний, которые мы, наверное, будем дальше наблюдать за сценарием развития. Несмотря что с сентября месяца уже начали судебные разбирательства, я только приглашена в качестве свидетеля 12 декабря, как последний свидетель. Я не знаю ход событий судебных процессов. Я считаю, что Генеральная прокуратура, прокуратура района должна предпринять все действия в рамках законодательства и изменить меру пресечения господина Игоря Ильмира, изменить меру пресечения, водворить его в СИЗО, так как он сейчас представляет угрозу для всего общества Кыргызстана в связи с умышленными поставками фальсифицированной молочной продукции во все организации. И, как сказала депутат, действительно он монополизировал всю вот эту систему госзакупок по молочной продукции, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся у меня на руках и правоохранительных органов. Имеется на руках документ, нормы, которые установлены нашим Министерством здравоохранения, межведомственной комиссии, где установлены нормы потребления продуктов питания детей как с длительным временем нахождения, также с неполным для школьных, дошкольных учреждений. Здесь говорится, масса сливочная до 3 лет 17 грамм ежедневно ребенок должен принимать, свыше 3 лет 25 грамм. Сметана 5-10 грамм, естественно, по возрасту. Молоко 500 грамм, 600 грамм, творог 40-50 грамм. Мясо 60-95 грамм, кефир 150 грамм ежедневно. Если эти нормы ежедневно будут в садиках, да, вот те, кто готовит питание, да, от работников зависит, каждый день, если ребенок будет употреблять эту продукцию ежедневно, как это требуют нормы питания утвержденные, да, то именно употребление фальсифицированными продуктами молочной продукции, я как ранее сказала, это повышение инсулина, это рак, это сахарный диабет, а самое главное, эти дети будут физически неразвиты, и самое главное, это умственно отсталые дети будут. Растительные, вот эти гидрогенизированные жиры имеют свойство накапливаться в организме и не расщепляться. И если жиры молочного происхождения, животного происхождения, они расщепляются у нас в организме, выходят, да, то эти жиры не расщепляются. Так как идет гидрогенизация, это значит из растительных жиров они проходят несколько раз обработку, и такая фракция твердая образовывается. Там молекулы забиваются другими молекулами, и структура молекул меняется, значит, задом наперед. Это вот так вот получается. И это большой урон. И я не знаю уже, куда обращаться, что делать. Я бью тревогу, что, уважаемые родители, читайте внимательно маркировку, этикетки, упаковку. И сейчас есть интернет, где можно взять консультации. Но я вынуждена обратиться, наверное, к президенту, что уже 5 лет я и на Совет обороны отдавала. Но пока идет очередная отписка всех госорганов. Единственное, что только по одному поставщику возбуждено уголовное дело. И исход судебного процесса я не знаю, потому что мы не доверяем судебной системе нашей страны.